Монах есть тот, кто миру не причастен, кто говорит всегда с одним лишь Богом, кто, видя Бога, сам бывает видим. Любя Его, он им любим бывает, и светом становясь, всегда сияет. Монаха хвалят, все равно он нищий. В дом приглашают, все равно он странник. О, дивное немыслимое чудо! Среди богатств безмерных я нуждаюсь, владея многим, остаюсь я беден. Среди обилия вод томлюсь я жаждой. Кто даст мне то, что я уже имею? И где найду того, кого я вижу? Как удержу того, кто в сердце дышит, но вне всего незримый пребывает? Имея уши слышите, да слышит, словам безумца с трепетом внимая. Милосердий, яко Отец чадолюбивый, зря Твое смирение истинное покаяние чадо, яко блудного Сына приемлете кающегося и к Нему от сердца припадающего. Что пришли все братья, припадая ко святому жертвеннику и ко святей дружине сей. Желаю же Тебя постнического честные очи. Желаешь ли сподобитесь ангельскому образу и вчинен быти лику инокующих? Ей-Богу содействующие честные очи. Воистину доброе дело и блаженное избрали есе, но и аще совершившие добрые бо дела трудом стяжеваются и болезни исправляются. Не каждый человек может стать монахом. Человек, который имеет семью и хочет принять монашеский постриг, он не имеет права до тех пор, пока будут взрослые дети. Он должен иметь согласие жены, которая дает отпускную, и он тогда идет. Но с другой стороны, каждый может быть монахом, но не каждый переносит устав монастырской жизни. Не каждый может себя смирить, как это делают сегодня многие, скажу, в монастырях, потому что только кроткому и смиренному под силу перенести сегодняшние все соблазны, все испытания, все насмешки, которые есть сегодня в нашем обществе. Вольным ли своим разумом и вольную ли своей волей приступающий ко Господу? Ей-Богу содействующие честные очи. Не от некие ли или насилия, Нечестные очи. отрицающихся мира и сущих в мире по заповеди Господней. Ей честные очи. Прибудете ли в монастыри сем, или в нем житие от святого послушания повелено будет, и в постничестве даже до последнего твое издыхание. Ей-Богу содействующие честные очи. Сохранишься в девстве и целомудрии, благовении даже до смерти. Ей-Богу содействующие честные очи. Сохранишь ли даже до смерти послушание ко игумену и ко всей о Христе братьи.
ей Богу содействующую честный отче. Я от коли був в армії, а тоді строго-настрого було преследовали солдат верующих, Боже, где красти, только носишь это, именно сетки из обратно. Ну и в воскресенье дают увольнители. Ну кто куда? А я куда пошел в собор, в церковь. А стоит такой, понимаете, друг, он мой, последствия мой духовник был. А вы не сможете до меня, как завтра, в следующее воскресенье прийти в гости? Я говорю, смогу, пожалуйста. І як він мене призвав, оказується, в його були монашки, які були в розгоні. І я попав в їх, вони сказали, в це їх такий духовний очаг. Коли мені дав книжку преподобного Серафіма Саровського, я на посту читав, охраняв самоліт. Я так загорівся той життю Серафімчика, що навіть читав, коло бочки поставив винтовку, куди зайшов з сторони лейтенант і став коло мене. Ну, оказується, віриш, що він теж находив. Вы что, книжки читаете? Я говорю, да. Вот, ну смотрите. Сложилось так, что до 18 лет я воспитывался в атеистическом духе. Вот, но помню, как в возрасте 4 лет тайно от родителей, тайно от соседей. Бабушка рано утром отвела меня в храм, и надо мной было совершено таинство крещения. Рос в верующей семье, православной, у меня верующие родители, бабушка очень верующая, родители, особенно мать, всегда меня брала еще в детстве в храм, старалась всегда, чтобы не так часто, но всегда старалась причащаться, брала на все большие праздники, Пасха, Рождество. Я был в Симферополе в связи с Чернобыльской аварией. Забрел в храм. Меня батюшка один увидел, говорит, а вы поете, читаете? Я говорю, нет. А вы хотите научиться? Ну, я сказал, да. Он меня благословил. Я встал на клирос, там прислушивался, что там. Он меня даже научил, как молиться, чтобы научиться петь. Монашество надо любить, и оно меня с любовью, с радостью. Я с детства любил, хоть не знал, что такое иеромонах, но знал, что говорит брату, я буду иеромонахом. Он не понимал, пришел с армии, я пришел с армии, и он пришел с армии, и я говорю, что Вася, я говорю, буду иеромонахом. А он говорит, так какой ты иеромонах будешь? Я говорю, я буду иеромонахом. Помню также, как где-то, наверное, в классе 4, уже будучи пионером, я возмущался, зачем, для чего бабушка меня крестила. Помню, как на совете дружины все единодушно осуждали одного нашего ученика за то, что он верит в Бога. В школе также вызывали, помню, несколько раз в пионерскую комнату, читали мне лекции, что нельзя ходить в храм. Мне очень нравилось в храме богослужение, вот, читал книги, хоть в то время, конечно, книг было мало, но старался, какие-то книги мне священник, который давал, я старался всегда в свободное время читать. Отец там и спорил со мной, пытался там как-то убеждать, и ругать, и запрещать. Но потом через время он сказал, я тебе не отец, ты мне не сын. Я подумал, нужно выбирать, либо я с отцом, либо я с церковью. И так, ну конечно же, церковь. Это песнопение «С нами Бог», оно поется в начале службы рождественской. Рождество Христово радость возвестила всей вселенной, потому что Бог пришел во плоти и соединился с нами. Можно провести аналогию, и очень это будет символично, как Христос родился, как бы появился обновленный человек, так и монах в чине пострия совлекается в своих старых одежд и облачается в новые одежды, и даже новое имя присваивается этому человеку в знак того, что новый человек начинает новую жизнь, идет по новому пути, по пути
который идет к обновлению. Когда учился на 2-м курсе училища, я не знаю почему, с жаром доказывал того, что Бога нет. И после окончания педучилища я работал в школе, и вот в один момент Господь меня просто, скажем так, поставил в храм. Один мальчик, будучи на качели, упал, и дети пробежали ко мне и сообщили о том, что вот этот мальчик Юра упал, он не дышит. Вот, я сорвался с места, побежал, пробегаю, смотрю, ребенок, слава богу, жив, вот, но у него оказалась серьезная черепно-мозговая травма. Коллеги на группе продленного дня спрашивают меня, когда ты последний раз причащался? Я говорю, никогда. Ну ты хоть вообще крещен или нет? Я говорю, ну да, крещен. Ну так бегом в храм. Молился, как у меня получалось, как я только мог. Конечно, многого не зная и, скажем, еще, может быть, даже нарушая тот порядок, который установлен в церкви, но все-таки я подошел к исповеди, вот, и потом подошел к чаше и причастился. Когда я вернулся из храма, позвонил в больницу, мне сказали, что ребенок пришел в сознание, его перевели в нейрохирургию. Вот. И через месяц, Божьей милостью, он опять вернулся в школу на занятия. Вот с момента этой трагедии я уже просто боялся не ходить в церковь. Мне всю жизнь хотелось работать с машинами. Ну и сейчас, если задним числом так посмотреть, можно сказать, что Господь так устроил, что я попал тоже в автоспорт. Проработал там где-то около 5 лет. Были заграничные поездки, и по Украине много, и в России мы. И в Челябинск летали на самолете, даже был последний чемпионат Советского Союза по авторале. Мы там заняли 1-е место, тоже команда. Моя карьера в автоспорте закончилась, можно сказать, трагично, потому что по моей причине вот, случился пожар, вот, и сгорело на большую сумму денег, можно сказать, сгорело имущество, и там и даже 3 машины сгорело. Вот, ну, это, можно было сказать, побудило меня не к тому, чтобы я пришел в монастырь, это не беда, как говорится, привела в монастырь, а вот этот случай, он проявил вот в жизни, кто такой есть я и кто меня окружает. Вот. Но самое главное то, что этот момент явился таким переломным в моей жизни фактором, потому что я начал задумываться, я долго задумывался в жизни, почему человек живет на земле. После армии сразу я поехал в Одессу просто посмотреть город. Впервые в жизни, можно сказать, увидел даже море и начал как бы с того момента грезить морем. И все сложилось весьма удачно, и я попал на хорошую работу. По несколько месяцев проводил в открытом море, где я впервые ощутил зависимость каждого человека от других людей, от того, как действия одного человека от действия одного человека зависит жизнь целого экипажа, и, скажем, как от поступка одного человека зависит весь моральный климат на корабле. Затем я вернулся в Киев, поступил в Институт иностранных языков. После окончания работал, бизнес был весьма успешен, но я понимал, что смысл жизни не в этом, поскольку, как сказал в одной из своих проповедей архиепископ Кантерберийский Рамзей, что в каждом человеке сокрыта глубина, простор, который может быть заполнен лишь присутствием Божьим. И эту бездну можно пытаться заполнить чем угодно. И что дает нам земная мирская жизнь. И знаниями, и славой, и властью, чувствами. Но душа до тех пор не будет удовлетворена, пока она не найдет того единого на потребу, который способен действительно изменить и личность преобразить всего человека.
Как и многие другие, я искал свой жизненный путь, искал самого себя. Кто я? К чему призван в этом мире? С кем соединю свою жизнь? В жизни верующего человека есть два пути, следуя которыми он может обрести спасение. Один путь – это путь брачной жизни. Оставит человек отца и матерь, и прилепится к жене, и будут два плоть едино. Тайна сия велика. Но есть и другая тайна. О ней говорит апостол Павел. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Какому призыву последовать? Какой путь под силу? В чем сердце и разум обретут крылья? Женатый заботится о мирском, как угодить жене, подсказывает апостол Павел. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Еще в школе сознание совсем было другое, и близко не думал про монастырь. Но у меня было какое-то уже такое представление, что настоящий мужчина должен жениться после 30, то есть должен сформироваться, так вот, окрепнуть и духовно, и морально, и умственно. А потом уже я просто понял, что я пойду другим путем. И я уже имел такое твердое желание идти в монастырь. Сознательно жил в таком состоянии и держал определенную дистанцию между мной, между собой и женщинами. Это интересно так выглядело на работе, потому что когда человек так вот показывает, что он, значит, это его что-то, вот эта сторона не интересует, это действует закон запретного плода, тогда особое внимание к этому человеку обращают. Сегодня у нас встречались люди, которые уже прожили 20 лет вместе, и таких, в общем-то, пар к нам приходит немало. Господь их привел в церковь, и не воспользовались той возможностью, потому что в духовной жизни никогда не бывает поздно. Но Господь по-разному призывает, разными путями люди идут. Естественно, жить семейной жизнью. И человек, который идет в монашество, сознательно идет, выбирает. Это не естественный путь, это сверхъестественный путь. Но всем известно по Писанию, что в Царстве Божьем, то есть в жизни будущего века, там брака не будет как такого. То есть там будут все жить как ангелы. Окончательно уже утвердился в той мысли, что именно хочу в монастырь, то я помню в армии, когда уже на второй год службы, я тогда еще переписывался с девушкой, вот я тогда, помню, в письме написал ей, что я иду в монастырь. Еще в армии я ей написал, что иду в монастырь, хотя она не верила, потому что думала, что это все я шучу. Я тогда еще знал, чтобы посетить полностью Бога, то ты должен действительно быть независим от мирских забот. То есть как на войну воины собираются, они идут без жен. То есть для того, чтобы послужить Богу, посетить себя Богу, то ты должен отречься от этой суетности, от супружеской жизни. Значит, представьте, что у вас за спиной изображение деревьев Гефсиманского сада, лилий. Вот, вы находитесь в Гефсиманском саду, и, Руф, я тебя очень прошу, постарайся не спешить. Хорошо? Если руки по швам, будет еще лучше. О, замечательно. Да, вот, только не настолько, чтобы совсем уже. Так, все, значит, ты стоишь здесь, ты подходишь к нему, начинаем... Ты не меня должен снимать. Я режиссер, понимаешь? С этой позиции. Значит, сначала снимаешь Иосифа, значит, а потом камера как заходит Руф. Все, давайте, пожалуйста, заходите. Всех нас влечет к тебе гробница эта, единая объединила нас печаль и скорбь, и льются наши слезы, и множится к усопшему любовь. Конечно же, перед тем, как вступить на монашескую стезю, я размышлял о том, что я уже не смогу иметь своей семьи, не смогу иметь своих родных детей. Эти размышления не всегда были однозначными, вот. Но к сегодняшнему дню, к сегодняшнему моменту я не чувствую какой-то ущербности или какого-то недостатка в том, что у меня нет родных детей.
Ну, во-первых, потому что я избрал монашескую стезю, которая предполагает такой образ жизни. Вот. Ну, а с другой стороны, и потому что, в общем-то, мне приходится все равно общаться с детьми в нашей воскресной школе. Это общение очень часто приносит радость от того, когда видишь, что те зерна веры, которые ты вложил в детскую душу, они со временем начинают прорастать. Монашество – это путь как особо избранников. Это должно быть призвание Божие. Человек, как сказать, который дает Господь призвание, то все от Бога зависит. Как Господь сказал, кому дано? Кому дано избрание, а кому дано мирская жизнь, да. Вот то человек это приглашает как от трубы матери. И Господь или роды родов чьими-то слезными молитвами, которые сказать, считайте, как от те обратятся, что блажен той род и родителю, где в роде находится монах. Он считает молитвенник. Будем молиться за всех. Вот. Очень большое значение имеет благословение родителей, поэтому мама моя очень чуткая к этому. И когда я ей сказал, что я иду в монастырь, то есть она меня как бы сразу благословила. Когда я просто уходил, она так немножко поплакала. А с отцом имел очень большие проблемы. И Господь отца так поразумлял на глазах у всех, чтобы он меня благословил. Сестра приехала в монастырь в Киев, рассказала мне, что отец видел сон такой, что он ищет меня. Всюду ищет меня, значит, и выходит такой дворец большой, и изо всей силы кричит: отдайте мне Игоря, отдайте мне сына. Отдайте мне сына, и тут выходят два юноши светлых, и говорят: не отдадим. Он у нас здесь еще с малых лет. Со временем как-то так отец ко мне расположился, мы с ним, можно сказать, подружились. За 3 месяца перед смертью у меня только-только руку положили священники, приглашают на день рождения свой. А говорю: папа, я прошу прощения, могу только приехать в своей черной одежде своей. Он так немножко замер, потом: приезжай. Выдохнул. И так торжественно, и мирно, настолько дружно прошла вот эта вот встреча. И через месяц папа умирает. И это получается мой первый покойник, которого я отпевал. Я ему крестик одел. И настолько такой получился умирительный христианский обряд погребения. Интересно, что так вот отец шел в церкви и дошел только после смерти. Первые дни моего прихода в Лавру был такой случай, я был еще послушником в халате, конечно, как всякий послушник, немножко уставший, немножко, может быть, где-то не совсем причесан. И встречаю одного из своих знакомых, иностранца, с которым мы сталкивались по бизнесу. Он увидел меня, он меня узнал, и у него потекли слезы. Он говорит: что с тобой случилось? У тебя проблемы какие-то? Я говорю: нет, все нормально, наоборот. Если здесь искать убежище от проблем, то человек приобретет, может приобрести еще больше проблемы, именно духовные. Здесь от себя никуда не убежишь. Я думаю, что многие приходят сюда именно для того, чтобы найти путь к спасению. Образ мира сего сделался чуждым для нас, ибо мы совсем иное, нежели мирские. Мы обреклись странным одеянием и житием, без жен, без стяжаний, без наследства. Избрав же такую жизнь, будем достойны своего имени. Будем любить друг друга, будем независтливы, будем избегать раздоров, будем безмолвны и трудолюбивы. Будем благодарны за все подаваемое нам, дабы, совершая доброе, быть нам наследниками желаемого Царствия Небесного. Монастырь в сегодняшний день – это небольшая часть неба на земле, где человек всецело может отдаться на служение Богу, людям и спасение своей души, вместе с тем и служение Отечеству. Для того, чтобы стать монахом, человек должен пройти искус монашеской жизни. Он должен научиться, как себя вести, он должен научиться жить
в первую очередь по-монашески. И у нас в обители сейчас очень строгий отбор. 5 лет ты должен быть послушником, потому что человек как-то бывает до монашества один, мы видим, есть тоже у нас, не все так гладко бывает временами, и уходят из монастырей по разным причинам. Но нужно, еще раз говорю, научиться жить и узнать себя, что ты можешь. Царю небесный, утешителю души истины, же везде сей, вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселися в неочистенные от всякие скверные, спаси блажи души наши. Садитесь. Значит, то, что я там на днях был в корпусе вечером, там некоторые недостатки, так сказать, у нас выявились. Значит, я хотел бы вам по этому поводу напомнить требования желающим поступить к Епическулару. Все под этими требованиями расписывались. Значит, первое. Подчинить себя распорядку, ритму и условиям жизни в монастыре. Прошу обратить внимание на первое слово «распорядок». Мы все об этом понимаем по-разному. Мы по-своему, а некоторые по-своему. То есть для некоторых полуношница – это в тягость, не могут пораньше проснуться. Некоторые не могут почему-то на трапезу вовремя прийти. Некоторые не могут почему-то вовремя лечь в кровать вечером. Какие-то дела, все какие-то заботы у вас суетные. Значит, пожалуйста, братья, распорядок и ритм монастыря, он обязательно для всех. Не только для послушников, а для всех вообще. Начиная с наместника, благочинного, и так дальше, и доходя до вас. Вообще тяжело, даже уже спустя 1,5 года, от 5:30 каждый день, независимо от погоды. Когда дома еще можно поваляться, там, в субботу-воскресенье, если работаешь, то тяжело бывает. Сначала. Потом, когда привыкаешь, когда это уже встает не просто так, потому что надо, когда это уже перерастает действительно в любовь, когда ты спешишь на утренние правила, на службу, то ты совершенно по-другому к этому относишься. То есть вышел 5:30, пришел в 10, 10:30 иногда, и я считаю это нормально. Если это сам ты хочешь этого. Но прежде чем прийти молодому человеку в монастырь, нужно для себя четко определить, что им движет, что он хочет найти в монастыре и что получить. Потому что зачастую неправильно думают, что в монастырь люди уходят от каких-то невзгод или в результате не сложившихся каких-то взаимоотношений с окружающими людьми или, как говорят, в результате несчастной любви. Но если человек по таким чисто внешним причинам приходит в монастырь, он никогда не сможет стать хорошим монахом. Человеком в первую очередь должны руководить жертвенность служения. То есть всю свою жизнь посвятить на служение Богу и ближним. Самое главное, братья, еще помимо всего прочего в монастыре, то, что человек уходит в монастырь, уходит от мирской жизни. Но этот уход от мирской жизни должен привести к чему-то. И самое первое, к чему приводит уход из мирской жизни, когда человек приходит в монастырь, это человек сам себя лишает своей воли. То есть в миру все мы творили свою волю, жили как хотели, как нам представлялось. И вот когда, придя в монастырь, мы должны свою волю оставить. Это самое главное. Ну, самая первая обязанность послушника – это послушание. Это не просто работа, это как бы работа ради Господа, то есть и ради братьев, которые здесь в монастыре. Ну, личного времени немного, потому что у меня такое послушание, что я через день, как бы, то есть фактически каждый день на службе, или же пою, или паномарю. Паномарь – это послушник, который отвечает за алтарь, то есть они там убирают в алтаре, готовят службы, там, помогают священнику, там, подают кадила, смотрят за порядком в алтаре. В монастыре иногда мучают разные помыслы, страсти, потому что уйдя с мира, мы имеем все-таки связь с миром. И с этими иногда помыслами тяжело бороться. И с этими мыслями мы приходим к духовнику, который может нам помочь. Побеседовав,
мы обретаем какую-то духовную помощь у нашего духовного наставника, который, как врач духовный, может нам помочь. Новопришедший в монастырь подобен новорожденному младенцу, которому необходимо особое внимание и забота родителей. Пелены послушания исправляют испорченные грехом волю и разум, оберегают от роковых ошибок в духовной жизни. Иногда послушание кажется не по силам или бессмысленным. Воля и разум бунтуют и противятся, но опыт показывает, что напоенные верой, они крепнут и становятся совершенными в терпении и любви. Бывает так, что, например, даже я пришел и попал сразу же на кухню. Я дома, так сказать, у меня не было никаких таких особо кулинарных способностей. И вот такое вроде тяжелое послушание. И так вот уже через 2 недели пришлось брать и не пришлось, уже сам варил, уже и суп, и там и первое, и второе, и все. И вот каждый раз, как приходил на послушание, такая была такая молитва, наверное, действительно пламенная к Богу, чтобы все получилось у меня, чтобы все было хорошо, чтобы братья были довольны. Конечно, послушник несет больше такие внешние работы, там может чистка картошки. Еще общие работы для послушников — это просфорня. Вот они по утрам пекут просфоры. Мы вместе там зимой снег расчищаем на территории монастыря, осенью, там весной осенью подметаем вот от листьев. Все такие общие работы есть. Яблонь у нас много, и урожай, ну и не только яблонь, всего, слава Богу, сады есть. Надо только вовремя собрать. Как прошлый год, я же помню, я же был на поди. Поди, вот здесь 3 поклончика положи, я тебе просил, чтобы ты научал. Если ты не можешь помолчать, то положи 3 поклончика. Послушание — это в первую очередь готовность человека исполнить то, что ему говорят. Отношения с братьями — это тоже является одним из главных факторов. То есть если человек не может ужиться с братьями, значит причины не в братьях. Потому что братья — это уже сложившийся коллектив. И когда какие-то трения происходят у него постоянно, если у человека есть трения, значит он не готов еще быть монахом. Одна женщина идет и мне в коридоре говорит: батюшка, я веду вам от послушника, он уже и в пещерке жил, он везде тут жил, он так начитався книжки, як раз на 3 дня. И у людей молодых такое понятие, что вот это будет он ходить по саду этому, и больше ничего не будет работать, только будет ходить и гулять, и будет им на тарелочках кушать, подносить, и все. Вот это такое понятие молитвы. Понимаете, как это было, когда-то в одном монастыре послушник ходил, но пришел один монастырь, говорит, а я говорю, куда? На кухню. Он Божий. То он пошел на второй монастырь, а там тоже говорит, на кухню. Пришел на 3-й монастырь, говорит, куда? На кухню. Ходит, но смотрит, возле человека, башмаки свои одевает. А куда же ты уходишь? Он говорит, я, говорю, хожу с монастыря, мне молиться, а тут не дают молиться, только на кухню загонять. А я твое послушание, куда ты, то я за тобою. Первый снег лег на украшенную золотом осени землю. Словно невеста под белой фатой, земля с трепетом замерла в ожидании зимнего покоя. Но этот покой есть продолжением начала будущего цветения, праздника красок и звуков. Зерно, если не умрет в земле, не принесет плода. Так и душа человека, не умертвив плотских страстей, не родится для истинной жизни, жизни небесной. Бывает, люди приходят не в юном возрасте, а в зрелом уже. И даже если человек пришел в 20-22 года, все равно уже у него накопились какие-то привычки, ненужные или лишние, или какие-то греховные. То есть мир цепляет человека за что угодно, за любой интерес может быть. Поэтому это самое главное от нас — удаление от мира. Бывают такие случаи, когда узнаем, что человек ходит самовольно в город, значит, это уже есть какие-то интересы в миру. Вот это является очень, так сказать, очень таким настораживающим фактором. То есть это говорит о том, что он не так тщательно готовится быть монахом, или он, может быть, вообще не готовится быть монахом. Последний год, как вы знаете, идет все ослабление в мирском быту, а монахи, приходят в монастырь, с неба же не падают, с мира. Мир слабый, монахи слабые. Людям нема куда деться, бывает. Приходят, как сказать, где-то надо где-то зацепиться, да. Ну куда, считать монастырь, что монастырь то самый так потребует, только до мира идут. Ну и так попадает. Конечно, говорят, лавры монастыри как воды в море. Забирают все, ловят, что есть. Хорошие в сосуде остаются, а которые, сказать,
Не по назначению, выбрасывается в море. Во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуйя. Крещение Господне – радость особой встречи человека с Богом, когда человек не только созерцает Бога и прославляет Его промысел, но становится частью этого промысла, принимая тот дар любви, который ниспослал на землю Творец и Избавитель. В ощущении близости иного мира, исполненного чистоты и святости, благости и совершенства, меркнут земные краски, слабеет притяжение благ мира сего, сердце откликается на голос Божий, оно уже готово к прославлению Творца и восклицает устами пророка Давида: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить, буду славить Тебя, Господи». У нас и в каждом монастыре есть люди, которые смотрят за послушниками, ведут их жизнь, смотрят, как он регулярно причащается, исповедуется, как он ходит на послушание, какое отношение к святым мощам, как человек относится к божественной литургии, как ответственный человек относится к синодикам, где записаны имена умерших и живых, о ком мы молимся. И когда проходит испытательный срок послушничества 5 лет, тогда Духовный Собор заседает и разбирает того или иного человека кандидатуру. Благочинный представляет на рассмотрение, можно сказать. Тогда вызываем на Духовный Собор этого человека и спрашиваем цель его прихода сюда. Первая такая степень, то есть когда уже молодой человек становится послушником монастыря, ему дается подряд, такая первая монашеская одежда. Потом, вторая такая степень, это ресофор, или иночество, как его еще называют. Здесь не приносятся никакие обеты, еще нет таких вот совершенных обетов, как при постриге монашества, но дается уже монашеская одежда, дается ряса и клобук. Перед постригом виночества ощущения были такие неопределенные. Мало было у меня духовного опыта. И то, что я в семинарии получил только теоретические знания, о монашестве я знал только из книг, из того, что я читал творение святых отцов. А перед постригом уже в монашество, собственно, в мантию, ощущения были совсем другие. Если тогда еще у меня были какие-то сомнения, выбрал ли я правильно монастырь, или вообще путь монашества, то сейчас уже сомнений у меня не возникало никаких. Се Христос невидимость, где предстоит, вишь, яко никто же тебя принуждает прийти к сему образу. Вишь, яко ты от своего произволения хочешь обручение великого ангельского образа. Ей честные очи от своего произволения. Во время пострига я испытывал какой-то внутренний трепет, все не мог еще целиком осознать, что со мной происходит. Неужели это происходит со мной? И при всем том, что я старался следить за теми молитвами, за последованием монашеского пострига, старался молиться, но тем не менее как-то, может быть, на мысленном уровне происходила борьба и проносилось множество мыслей, каких-то самых различных. Это, может быть, это было и сомнение, а потяну ли я. С другой стороны, это было тут же ответ, что все в руках Божьих. Благословен Бог, хотя всем человеком спастися и познание истины прийти. Сей благословен во веки веков. Аминь. Брат наш Лонгин пострезает волосы главы свое в знамени отрицания мира и всех яже в мире, его отвержение своей воли и всех плотских похотей во имя Отца и Сына и Святаго Духа, рцем сянем, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не человек выбирает себе монашество,
Но монахи избирают человека для монашества. Ангелы выбирают себе восполнение. Только они могут сказать: идем, вот ты, идем с нами, ты готов. Когда человек готов к монашеству, когда он не откажется, не потому, что он осознает, что готов, не от того, что он собрался, но потому, что готов тогда, когда пришли к нему и сказали: идем. И он ответил: иду. Когда я постригаю монашество, конечно, без слез не бывает, потому что это трепетное состояние души, думаешь дальше, а как его будет судьба дальнейшая, какой будет его жизненный крест. Сможет ли он дойти до тихой пристани Царствия Небесного, не будет ли соблазна, потому что тот человек, который постригает, он не отвечает за всех тех людей, которых он приводит к новой монашеской жизни. Это, конечно, трепетно, с другой стороны, и страшно, потому что ты вновь и вновь берешь человека, душу человеческую на свои руки и несешь ко Христу. А в первую очередь ты должен сам быть примером для него в жизни. Монах значит один. Значит, ничто земное им не должно владеть. Он все оставил ради Бога. Ничто и никто не может утешить его, если сердце его не с Богом. Но если его сердце с Богом, то все остальное ему уже ни к чему. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Самый тяжелый труд может быть не само по себе монашество, а самый тяжелый труд — это молитва. Оно так с виду легко. Сидишь, читаешь книжки там, или там стоишь, молишься, вроде бы просто. Вот. Но самое сложное — это полностью отрешиться от земных дел, от земных вещей и от людей. Можно даже сказать так. Отрешиться полностью на какие-то минуты или, может быть, часы, даже если такое получается. Общение с Богом, отрешиться полностью от всего земного. Это самое сложное. У меня в основном идет посуточное послушание. Я непосредственно должен находиться на своем дежурстве. На этом дежурстве я занимаюсь разным рукоделием. Сейчас я вышиваю иконы, вот в основном иконы Божьей Матери, Иисуса Христа. Это занятие мне помогает сосредоточиться, и иногда просто успокаивает мое душевное состояние. Человек в миру не всегда понимает свои страсти, не всегда их замечает. И лукавый не всегда воздействует на страсти должным образом в миру. А как только человек пришел в монастырь, как только человек сделал такой вызов лукавому, лукавый сразу же по-другому подходит к этому человеку. Здесь очень хороший образ. Монашество — это армия. Форма есть режим, есть устав, есть строгая иерархия. Но это армия небесного царя, Христа. И поэтому каждый христиан, он воин. Но если взять мирянина, то он можно сравнить с партизанами, которые где-то, имеют и дом свой, и жену, и печку, где можно там отдохнуть, и с леса выбрать.